Управление госавтоинспекции по Республике Коми. Документики посмотрим? Вчера проверили. Ничего страшного, у нас операция «Автобус» проходит с 8 апреля. Проверяем всех и не по разу. Одно из мест дислокации инспекторов – конечная остановка у городского автовокзала в местечке Давпан. Особое внимание полицейских – автобусы междугородних рейсов. Останавливают они и частных перевозчиков. Первым проверяют ПАС 7-го маршрута. С документами у водителя полный порядок. А вот к техническому состоянию транспорта возникают вопросы. Что у вас за тонировочка на боковых стеклах? А конечно не мешает. Как это не мешает? Запрещено. Кого же вот он? Вот это окно полностью боковое. То есть он вам мешает обзору. А как вам обзор мешать? Я же смотрю здесь. В темное время суток мешает. Я там не смотрю. Его сейчас такая вот надпись такая компрометирующая. Для конкурентов, чтобы они не смотрели. Чтобы не смотрели. То есть вы прячетесь от кого-то? От закона, наверное, нет? Водители. Инспектор объясняет стеснительному водителю, что такое нарушение вполне может привести к весьма нехорошим последствиям. Тонировочная пленка значительно ограничивает видимость, особенно в вечернее время. Риск попасть в ДТП увеличивается многократно. Прибор предсказуемо показывает, нормы светопропускаемости превышены более чем в 3 раза. 18,3. Соответственно, с нарушением все. Сохранять будете здесь на месте пленку? В любом случае надо будет устранить пленку. Также будет вынесено требование, за невыполнение которого ответственность статьи 19 будет часть 1. Понятно вам это? Сейчас будет постановление вынесено в отношении вас. Шоферу выписывают штраф и вручают требования. Если в течение 10 дней водителя слушаются инспекторов и не уберет запрещенный тюнинг, за это его вполне могут лишить свободы на срок до 15 суток. У нас тахограф неисправен. Потому что смотрите, вот вы все едете, а общее время 00:00. А вот рабочий день шофера «Газели», следующего из села Серегово, заканчивается раньше положенного. В микроавтобусе оказывается неисправным тахограф. Установить, сколько часов шофер сидит за рулем, невозможно. В данном случае предусмотрена ответственность по статье 11.23, часть 1. Сейчас протокольчик вам составят сотрудники Ространснадзора. И я хотел еще спросить, вот эта вот лентяйка вам не мешает на руле? Да, я же временно на нем. А это является нарушением. Они запрещены вообще, потому что во время движения... Я механику передам. Во время движения вы можете рукавом зацепиться за нее и при повороте не справиться с управлением. Пока оформляется протокол, инспектор ГИБДД останавливает следующий междугородний автобус 115-го маршрута Картки-Росс-Сыктывкар. При проверке тахографа выясняется, в приборе установлена карта совершенно другого водителя. Так не ваша карта Да, вставлена. она бы в своем автобусе. И он заболел. Понятно. При проверке технического средства контроля режима труда и отдыха водителя тахографа было выявлено, что он управляет автобусом не со своей картой водителя. Как пояснил, свою карту он оставил в другом автобусе. В данном случае это нарушение. В отношении водителя будет составлен административный материал по статье 11.23, часть 1, предусматривает штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Также за то, что его контрольный механик перед выездом не просмотрел, не проверил наличие его карты, также будет составлен административный материал уже по части 2, и штраф предусматривает от 7 до 10 тысяч рублей. Ответить перед законом придется и владельцу автобуса, чьи работники грубо нарушили правила перевозки людей. Индивидуальному предпринимателю придется заплатить в доход государства штраф до 25 тысяч рублей. Инспекторы отмечают, большинство пассажиров зачастую даже не подозревают, в каком плачевном состоянии порой бывают автобусы, на которых они ездят. При этом они жалуются в ГИБДД на поведение водителей маршруток, которые подвергают их опасности. Регулярно в адрес госавтоинспекции поступают обращения граждан, в которых они указывают на то, что водители маршрутных транспортных средств грубо нарушают правила дорожного движения, такие как разговор по сотовому телефону при управлении транспортным средством, проезд перекрестков на запрещающий красный сигнал светофора, резкие и опасные маневры. Стоит отметить, что с начала 2024 года в Республике Коми зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, в которых 1 человек погиб и 11 получили травмы различной степени тяжести.
При этом в 6 дорожных авариях усматривается вина водителей автобусов. Полицейские призывают пассажиров быть бдительнее не только во время движения маршрутки, но также посадки и высадки. За неделю операций в регионе инспекторы ГИБДД обследовали около 300 автобусов. По результатам проверок полицейские составили 109 протоколов в отношении водителей. В большинстве случаев выявленные нарушения были устранены шоферами на месте. Административное наказание понесут и 23 должностных лица за выпуск на линию неисправных машин. Одного перевозчика, который предъявил инспектору поддельное водительское удостоверение, вообще привлекли к уголовной ответственности.